Сегодня Бог посылает вам послание о доверии, руководство по укреплению вашей веры и доверия к Его божественному плану. Верьте в то, кто вы есть, в свою уникальную сущность и в то, где вы находитесь в данный момент своей жизни. Доверьтесь пути, по которому вы идете, потому что Бог рядом с вами. Он направляет и руководит людьми в вашей жизни, чтобы привести вас туда, где Он хочет вас видеть. Главное – доверять, полностью полагаться на Его мудрость и любовь. Кроме того, будьте уверены в своих силах и способностях. Каждое препятствие, которое вы встречаете на своем пути, это не что иное, как возможность для обучения и роста. Каждое испытание дает вам возможность стать лучшей версией себя. Вместо того, чтобы бояться трудностей, примите их с благодарностью, зная, что благодаря им вы становитесь сильнее и развитее. Верьте, что вы сможете преодолеть любое препятствие, которое встанет на вашем пути, потому что вы способны на это и опираетесь на божественную силу. Во времена неопределенности доверяйте Богу и Его плану для вас. Временами Его путь может отличаться от того, что вы себе представляли, но будьте уверены, что Его план намного больше, чем вы можете себе представить. Вселенная всегда обеспечивает и заменяет то, что уходит из вашей жизни, чем-то еще большим и лучшим. Поэтому, вместо того, чтобы держаться за прошлое или сопротивляться переменам, примите новую энергию и позвольте благословениям влиться в вашу жизнь. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы подумали о числе, которое имеет для вас значение. Число, которое вдохновляет вас и напоминает о доверии к Богу. Когда будете готовы, запишите его. Мнения других людей не должны манипулировать вами или изматывать вас. Вы уникальный, важный и нужный в этом мире шедевр. Бог избрал вас для особой цели. Сохраняйте гордость за свои отношения с Богом и за свои ценности. Отстаивайте то, во что вы верите, и не теряйте веру. Ваши цели скоро проявятся, а вокруг вас образуются мощные связи и отношения. Все выстраивается в соответствии с вашими позитивными мыслями и действиями в унисон с божественной волей. Теперь я хочу, чтобы вы подумали о другом значимом числе, символизирующем вашу веру в Божье благословение и преобразование, которые вы переживаете в своей жизни. Вы пережили времена потерь и испытаний, но через эти времена Бог показал вам, кто вы есть на самом деле. Вы научились не зависеть от материальных благ или денег, а сосредоточились на личностном росте и укреплении отношений с Богом. Этот процесс подготовил вас к новому уровню жизни, на котором вот-вот проявится Царь, живущий в вас. Если вы чувствуете, что какая-то связь угасла, помните, что всему свое время и божественное предназначение. Никогда не переставайте верить, доверять и ждать Божьей воли. В этот момент подумайте о другом слове, которое символизирует вашу преданность и веру в божественное руководство. Запишите его, когда будете готовы. Бог говорит вам, чтобы вы не беспокоились, просто доверьтесь Ему и усердно работайте. Он направит на ваш путь нужных людей и всегда будет защищать вас. Откройте свою жизнь для потока неограниченного богатства, счастья, удовольствия и свободы.
Вносите небольшие изменения в свой утренний распорядок дня, чтобы эти благословения влились в вашу повседневную жизнь. Если вы согласны с этой идеей активизации потока благословений в вашей жизни, напишите «Да». Бог проведет вас через открытые двери и обильно благословит вас. Не сдавайтесь, ибо Его замысел победит любые невзгоды. Даже если вы столкнетесь с трудностями и предательством, стойте твердо, потому что Бог с вами среди бурь. Вы находитесь в процессе роста и преображения, и каждый опыт, даже сложный, способствует укреплению вашей духовной силы. Теперь выберите число, которое, по вашему мнению, олицетворяет защиту ангелов в вашей жизни, или слово, связанное с преодолением трудностей. Помните, что ваша история уже написана Богом, и ваш путь приведет вас к победе, а не к поражению. Эта неделя знаменует собой поворотный момент в вашей жизни, когда благословения будут литься рекой, превосходящей все ваши представления. Бог и Его ангелы работают над вашей судьбой, и вы увидите прогресс и рост во всех сферах своей жизни. Позвольте мне еще раз напомнить вам о важности вашей веры и доверия к Богу. В трудные времена сохраняйте надежду и упование на Его процесс. Благословение уже на пути к вам, и этот сезон открытых дверей и возможностей ждет вас. И, наконец, я хочу, чтобы вы задумались над словом, которое символизирует вашу готовность получить все эти благословения и поверить в них. Запишите его, когда будете готовы. Помните, что Бог привел вас так далеко, и Его любовь и цель будут с вами на каждом шагу. Доверьтесь Ему и тому пути, который ведет вас к более высокому уровню жизни и благословений. Будьте благодарны за каждый опыт, ведь все они способствуют вашему духовному росту. Вы находитесь на пути к осуществлению своей мечты и выполнению своего божественного предназначения. Доверьтесь Ему и получите чудесные благословения, которые Бог приготовил для вас. В трудные времена важно помнить, что не нужно сдаваться, а нужно решительно идти вперед. Бог обращается к вам сегодня с посланием ободрения и любви. Вы занимаете особое место в Его божественном плане. Он держит вас на ладони и заботится о вас с безмерной и вечной любовью. Хотя вы, возможно, не совсем понимаете, что происходит в вашей жизни в данный момент, будьте уверены, что происходит нечто исключительное, нечто большее, чем вы можете себе представить. Жизнь преподносит нам ситуации, которые кажутся окончательно закрытыми, но помните, что у Бога есть сила закрывать двери, чтобы открывать новые и захватывающие возможности. И если вы недавно столкнулись с закрытыми дверями, верьте, что у Бога есть еще более великий план, ожидающий вас. Иногда некоторые вещи должны закончиться, чтобы освободить место для нового начала, которое соответствует Божьему замыслу о вас. Несмотря на трудности, с которыми вы можете столкнуться, будьте уверены, что Бог движет вас вперед, чтобы исполнить свой замысел в вас. Он понимает, что нужно сделать в вашей жизни, и тихо, но мощно работает над тем, чтобы изменить обстоятельства в вашу пользу. Несмотря на то, что процесс может быть сложным для понимания, верьте, что, когда все будет завершено, вы увидите значительные улучшения в своем окружении и в своей жизни в целом.
Отдыхайте, зная, что Бог работает в тени от вашего имени. Он удаляет людей, которые не подходят для вашего пути, приносит моменты покоя и преобразует негативные ситуации в возможности для вашего роста и успеха. Иногда бывает трудно отпустить контроль и довериться божественному процессу, но, делая это, вы позволяете Божьим благословениям естественным образом влиться в вашу жизнь. Вот особенно сильное напоминание: Бог призывает вас предаваться заботам перед сном. Оставьте свои проблемы в Его любящих руках и успокойтесь, зная, что Он направит ваш путь. Как Он делал это в прошлом, так сделает и сейчас. Проснувшись, вы почувствуете себя свежими и готовыми встретить новый день, полный возможностей и перспектив. Помните, что часть вашего пути заключается в том, чтобы довериться божественному процессу и позволить событиям разворачиваться естественным образом. Откажитесь от необходимости контролировать все аспекты и освободите место для личного и духовного роста. Прислушивайтесь к своей интуиции и следуйте по пути, который вас зовет, ибо вы на правильном пути, направляемые любовью и мудростью Бога. Звездочка, в этот момент я приглашаю вас выбрать 1111, чтобы получить Божью любовь. Звездочка, читайте дальше, чтобы получить больше божественного вдохновения и направления. Число 11 – это духовный знак, сигнал пробуждения от ангелов и небесных проводников. Это число может ассоциироваться с пробуждением сознания, напоминанием о вашем божественном предназначении в этом мире. Вы были созданы для значимой цели – вдохновлять и помогать другим жить полной и прекрасной жизнью. Сейчас наступает время духовного пробуждения, похожее на возрождение Феникса. Вы находитесь на пути освобождения от эго и полного присутствия в настоящем моменте. Очень важно быть внимательным к тому, что вы видите, и, что еще важнее, к тому, что вы чувствуете в своем сердце. Прислушайтесь к божественному голосу, живущему внутри вас, и позвольте ему направлять вас, вместо того, чтобы руководствоваться голосами эго. Проживайте каждый день с осознанностью, концентрируясь на настоящем и своем духовном росте. Вполне нормально сталкиваться с неуверенностью и страхами на своем пути, но эти трудности – замаскированные возможности. Новые возможности, основанные на ваших молитвах и сокровенных желаниях, уже на подходе. Однако, возможно, от вас потребуется сделать выбор, отличный от того, который вы делали в прошлом. Точно так же, как вы возводили стены в своих отношениях, вы создавали барьеры на пути собственного роста. Осознайте, какая часть вас сопротивляется переменам, и поработайте над тем, чтобы снять эти ограничения. Внутреннее сопротивление будет ослабевать по мере того, как вы будете отдаваться процессу трансформации. Помните, что вы возвращаете себе власть и что вы контролируете каждый аспект своей жизни. Время – это иллюзия, и вы освобождаетесь от ментальных цепей, которые ограничивали ваш потенциал. Двигайтесь из этого пространства расширения возможностей и продолжайте двигаться к своему истинному «Я». Уверенно определяйте свою личность, создавая историю, которую вы хотите прожить. Каждый день – это возможность сделать это страница на холсте вашей жизни, которую вы можете раскрасить с намерением и целью.
Цените моменты, когда вы сохраняете веру, даже если признаки этого не очевидны. Будьте благодарны за слабость, потому что в ней вы найдете силу, которую Бог дает вам сверх ваших природных возможностей. Верьте, что с Его руководством и поддержкой вы сможете преодолеть любое препятствие. Звездочка, выберите число от 2 до 2, чтобы получить это чудо. Продолжайте верить в Божий план и в свою способность меняться и расти. Ваша жизнь находится в ваших руках, и она полна свободы и силы. Продолжайте двигаться вперед с уверенностью и мужеством, зная, что Бог поддерживает вас на каждом шагу. В этом году, если вы сохраните твердую веру в Господа, ангелы хотят, чтобы вы ощутили их присутствие. Ваши молитвы достигли небесных ушей, и сейчас, в этот момент, они расправляют свои защитные крылья над вами, вашей семьей, вашим бизнесом и всем вашим имуществом. Каждый аспект вашей жизни находится под божественной защитой. Любая тень нападения или дисгармонии останется в прошлом, поскольку божественный свет струится, очищая и окружая вас пузырем мерцающей защиты. Закройте глаза и позвольте этому теплому и любящему свету окутать ваше существо. Он исходит из самой глубины вашего существа, создавая ауру, которая открывает доступ только для того, что соответствует любви. Ваше энергетическое поле – это святилище чистоты и доверия. Однако помните, что ворота этой крепости открываются только для того, что вы допускаете внутрь. Вы всегда находитесь в безопасности. Доверяйте своей команде света, небесным существам, которые направляют ваш путь. Внимательно следите за их знаками, тонкими вспышками, которые проявляются в самые неожиданные моменты. Оттачивайте свою интуицию, ибо она – священное звено, связывающее вас с божественной мудростью. Как храбрый воин, опустите щиты, которые когда-то защищали вас, но теперь изнашивают. Перенаправьте свою энергию в сторону от страха и позвольте радости жизни течь без ограничений. Каждое препятствие, с которым вы столкнулись, это знак трансформации. Перемены, хотя они могут показаться сложными, знаменуют собой серьезный сдвиг на вашем пути. Примите эти вызовы с мужеством, ведь вам суждено преодолеть каждый из них. Не поддавайтесь страху, не позволяйте разочарованию взять верх над вами. Отмечайте свою врожденную способность побеждать любые невзгоды. Храните в сердце уверенность в том, что в конце концов все сложится так, как вы и представить себе не можете. В середине этого пути, если представится возможность, пройдитесь в одиночестве, попутешествуйте в одиночестве, поживите какое-то время в одиночестве. Узнайте, кто вы есть, когда вам не диктуют. Не позволяйте ожиданиям других людей писать вашу историю. Воспользуйтесь уникальным даром одиночества хотя бы на мгновение. В эти мгновения вы обнаружите преобразующую силу, которая может изменить ход вашей жизни. И познайте истину, и истина сделает вас свободными им. 8 часов 32 минуты, звездочка, звездочка. Иоанна 8 часов 32 минуты, звездочка, звездочка. Иисус – это маяк, который направляет ваши шаги. В трудные времена, когда тяжесть наваливается на вас и ответы кажутся далекими,
помните, что Он всегда рядом с вами. Перемены, подобно свежему ветру, приходят к вам. Двери, которые Он открывает, не поддаются разрушению даже руками людей. Довериться Его руководству значит выйти за пределы человеческих ограничений. Судьба, которая вас ожидает, зависит не от экономических обстоятельств или воспитания, а от любящего руководства Небесного Отца. Он вплел вас в нити божественного плана, который превосходит все земные обстоятельства. Примите это знание и воспользуйтесь своими благословениями. Звездочка, звездочка, напишите 1212, чтобы подтвердить свою веру в эту истину. На этом пути веры и роста не забывайте заботиться о себе. Если вы готовы принять эти слова защиты и надежды, поделитесь этим посланием с 5 другими людьми, которые доверяют Богу. Вместе мы создадим союз духовной силы. Поддержите этот канал, подписавшись на него и активировав уведомления, чтобы этот свет любви и истины продолжал излучаться. Звездочка, звездочка, следите друг за другом. Если кто оступится и впадет в грех, то другие должны помочь ему встать на ноги. А кто грешит против брата своего, тот грешит Гал. 6, 1, 2, послание к Галатам 6, 1, 2, звездочка, 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 звездочка. В каждом слове и в каждом шаге Иисус, Господь, направляющий нас. Объединившись в этой вере, давайте двигаться вперед, в будущее, наполненное благословениями и целью. Пусть Его мир и любовь всегда будут нашим путеводителем. Аминь. Братья и сестры, если Бог коснулся вашего сердца, и вы хотите помочь нашей семье продолжать расти и распространять Божьи послания, вы можете прямо сейчас нажать на опцию «Спасибо» и пожертвовать нам сумму по вашему желанию, чтобы помочь нам расти все больше и больше и достичь больше детей Божьих. Мы будем бесконечно благодарны за любую сумму, как и за одно только ваше присутствие. Пусть каждый дает по расположению сердца своего, не с огорчением и не по нужде, ибо Бог любит дающего с радостью. 2 Коринфянам 9, 7. 1 час 56 минут, 22 июля 2023 года, и Мария Эдуарда. Дорогие братья и сестры, сегодня я здесь, чтобы пригласить вас стать официальным участником нашего канала. 1 час 56 минут, 22 июля 2023 года, и Мария Эдуарда. Став участником, вы присоединитесь к сообществу людей, которые разделяют одну и ту же страсть к Иисусу, находя утешение и силу друг в друге. Кроме того, став членом церкви, вы сможете воспользоваться эксклюзивными преимуществами, которые улучшат ваше общение с нами. Как сказано в Псалме 41, 1, «Блажен, кто заботится о бедных. В день беды Господь избавит его». Став участником нашего канала, вы протягиваете руку любви и делитесь божественным посланием с миром. И Божья щедрость вернется к вам в изобилии. Я верю, что вы осознаете силу веры и ценность сообщества взаимопомощи. Став членом церкви, вы поможете нам продолжить распространение послания любви, надежды и обновления, которое мы находим в святой фигуре Иисуса Христа. Независимо от того, какой уровень членства вы выберете,
каждый вклад имеет значение и приближает нас к миру, более объединенному в вере. Станьте одним из тех, кто поможет нам охватить еще больше сердец и преобразить жизнь. Нажмите на кнопку «Спонсировать» рядом с каналом или войдите на него, станьте участником и присоединитесь к нам в этом удивительном духовном путешествии. Мы будем рады приветствовать вас в нашем сообществе любви, сострадания и вдохновения. Братья и сестры, поделитесь этим видео как минимум с 2 очень близкими друзьями, чтобы они тоже могли получить благословение, или в группе оставьте свой лайк на видео, чтобы показать свою благодарность и любовь к Христу, и подпишитесь на канал, чтобы получать благословения и сообщения от Бога каждый день. До встречи в следующем послании. Аминь.